С запада на восток на 10 тысяч километров раскинулась наша страна Россия. В ней проживает более 150 национальностей. Всего нас 141 миллион 895 тысяч человек. Если все мы возьмемся за руки и встанем в хоровод, то сможем опоясать нашу страну 9 раз. Это будет самый большой национальный хоровод в мире. В России абазины проживают в основном в республике Карачаево-Черкесия. Здесь есть 13 абазинских аулов. Наша программа побывает сегодня в некоторых из них. Начнется наше путешествие с очень значимого для Карачаево-Черкесии места – Домбая. И неспроста. Домбай – это горнолыжный курорт. Самый сезон – зима, ну и летом здесь сказочно красиво. Сюда ежегодно приезжают тысячи туристов, а где они, там деньги. Во время восхождения я удивлялся не только белым шапкам гор, но и торговле, которая, кажется, не испытывала кислородного голодания ни на какой высоте. Слово «домбай» на языке местных жителей означает «зубр». Этих могучих лесных великанов я здесь не встретил, а вот великолепный вид мне открылся. Полюбуйтесь. Поднявшись сюда, на самый верх, можно прокричать во все горло и услышать настоящее горное эхо. Эгегей! Здесь, на высоте более 4000 метров над уровнем моря, все кажется нереальным. Такие моменты можно назвать просветлением. Главное не просветлеть полностью, а то захочется остаться. Вот и мы спешим обратно. Внизу нас уже ждут. Раньше из такого вот плетня абазины делали не только забор или кормушки, а еще и дома. То есть ставили вот такой своеобразный сруб из веточек, обмазывали глиной, и получалось хорошее жилище. Такие дома могли простоять долго, лет 90, но сейчас их уже не найти. А вот люди, умеющие плести из веточек необходимые в быту предметы, еще встречаются. Магомед Муков один из них. Живет он в ауле Карапаго. Это рядом с Черкесском. Плетень. Так называется этот промысел. Вот это что такое, Магомед? Это для скота, особенно зимой, я тут держу. Угу. А как это называется? У нас кормушка. Кормушка. То есть они отсюда едят? Сюда ложишь, не высыпается ни туда и ни сюда, до конца он кушает. Сплести можно все, что угодно. Важно понять одно – доступность материала и простота изготовления заставляют относиться к этому занятию серьезно. Ну вот я посмотрел, как вы это делали. Мне почему-то вот кажется, что вот сюда вот нужно ее воткнуть немножечко, да? Правильно я воткнул? Правильно, здесь? правильно. Видите? Потому что я все схватываю. Опа, нет. Подальше, да? Ага, подальше. И заводим ее вот сюда. В некоторых странах даже проводят соревнования по плетению. У вас тоже есть шанс в них поучаствовать. Как вы уже поняли, все очень просто. Все срочно заниматься плетнем. Это очень интересно. А теперь про другое традиционное занятие абазин. Лучшей в мире. Впрочем, местные жители отдали ей должное куда раньше. Недаром добыча меда считается традиционным занятием абазин. Абазины все время занимались этим делом, спокон веков. Мы всегда рады всем гостям, рады всем людям, которые к нам приходят. Мы их встречаем от души, и наши пчелы точно такие же.
Для Ксаловых разведение пчел – занятие семейное. Вот эта пасека, к примеру, принадлежит младшему из Ксаловых – Азамату. А со скольки лет ты этим занимаешься, Азамат? С 8 лет я с пчелами занимаюсь. Пока я помогал дедушке, дедушка меня научил. Потом в прошлом году я уже начал я уже стал самим заниматься. Собственные пчелы у меня были. Вот вся эта пасека принадлежит мне. Навыки и знания, полученные Азаматом от отца и деда, не пропали даром. Традиции абазинского пчеловодства нашли отражение в его научной работе. Я исследовательскую работу написал «Зоология и экология беспозвоночных животных». Я там исследовал свои пчелки, какая порода лучше, какая апитерапия в нашей семье. Апитерапия – это лечение человека продуктами пчеловодства. Узнав, что укус пчелы – это не только опасно, но еще и полезно, ваш покорный слуга согласился на рискованное предприятие – постоять рядом с ульем, из которого берут мед. Улей по-абазински называется чха-мартан. Чха – это пчела, а мартан – это дом пчелы. Все очень просто. Познакомившись с пчеловодством по-абазински, для абазинской кухни характерны жирные мясные блюда. Желание попробовать самые вкусные местные кушанья привело нас в небольшое семейное кафе. Здравствуйте. Здравствуйте. Что будете заказывать? Вот написано у вас на входе в ваш ресторан замечательно, что это ресторан абазинской кухни. Вот интересует какое-нибудь вкусное блюдо. Вкусное блюдо у нас мамырса называется. Мамырса – это разновидность мамалыги, каши из кукурузы. На Кавказе кукуруза всегда была царицей полей. Готовить мамырсу просто. В кипящую воду добавляют немного масла и всыпают кукурузную муку. Тщательно перемешивают, соль по вкусу. Это еще не все. Отдельно на сковороду выкладываются куски сушеного мяса. Еще один абазинский деликатес. Обжаривают его с луком и красным перцем. Готовую мамырсу кладут на тарелку. Сверху мясо, украшается композиция сыром и зеленью. Спасибо вам большое. Вообще, стоит сказать, что такое блюдо есть у многих народов Кавказа, но именно абазины, как они уверяют, являются его изобретателями. Сейчас попробуем. В семье Куржевых большой праздник. Сын Артур берет в жены красавицу Лиану. Брак смешанный. Жених абазин, невеста черкешенка. Такие союзы не редкость. Тем не менее, свадьба пройдет по абазинской традиции. Невесту похитили около недели назад. Не пугайтесь, молодые люди знакомы давно. Похищение – это дань традиции, и оно прошло по договоренности. Всю предсвадебную неделю девушка провела в доме родственников жениха. Официальное вхождение Лианы в дом Артура состоится сегодня. Как ни странно, но в этот день она не увидит ни своих родных, ни подружек. Такова традиция. Но удивительно даже не это. Во время свадебного обряда рядом не будет самого близкого ей человека – Артура. С ним Лиана встретится только в ЗАГСе и по окончании обряда. Это тоже абазинская традиция. Над домом реет абазинский флаг, символ праздника. Во дворе суета, каждый занят своим делом, никакой напряженности не чувствуется. Все эти женщины заняты в приготовлении национальных блюд. Их должно быть очень много, ведь гостей ожидается минимум 300 человек, только подумайте. На территории дома развернуто 5 кухонь. В огороде бурлят котлы с либжей, рядом режут салаты. Вот это блюдо называется кхальтама – угощение, которое обязательно должно быть на праздничном столе.
Скоро невеста отправится в ЗАГС, а в дом приедут мужчины ее рода. Их примут за этим столом. До возвращения новобрачной они должны будут покинуть новых родственников, чтобы ни в коем случае не встретиться с невестой. Но уедут они не с пустыми руками. Посмотрите, какую красоту я здесь нашел. Это обрядовое блюдо, называется халва. Сейчас я его приоткрою. Делать это вообще запрещено, но тем не менее меня никто не видит пока. И расскажу вам о нем. Это блюдо обрядовое будет отдано родственникам невесты, в качестве откупа. Здесь для каждого есть свое. Для тех, кто постарше, вот такая маленькая бутылочка, для детей чупа-чупсы. Это делается все из пшена, блюдо, конечно же, сладкое. И самой маленькой представительнице семейства невесты достанется вот такая красивая куколка. Родственницы со стороны невесты приезжали отдельно от мужчин. Они привезли приданное, и у них тоже было небольшое застолье. Мы в доме эфенди, мусульманского священнослужителя. Он должен засвидетельствовать брак и дать свое благословение. Этот обряд называется никях. Вместо молодых к эфенди приезжают мужчины, представители обоих родов. Быть представителем почетно. Все они люди уважаемые. Представители подтверждают, что союз заключается с согласия родственников и молодых. Эфенди регистрирует брак в своей книге и выдает свидетельство совершения обряда никях. С этим свидетельством представители возвращаются в дом, а там их уже ждут гости – мужчины рода невесты. Вскоре привезут и второй документ, но уже из ЗАГСа. Туда недавно поехала красавица Лиана. На Кавказе принято приглашать на праздник музыкантов и певцов. Никакой фанеры. Часто музыканты играют с раннего утра и до поздней ночи. Таким музыкантом, приглашенным на свадьбу Куржевых, стал Али. В руках у него доуль – кавказский барабан. Али, как все-таки правильно играть на нем? Правильно. Есть мастер-класс? Конечно, есть мастер-класс. Правильное происхождение ударов. Ритм – это самый основной, прямой ритм. Есть много различных. А самый простой какой? Самый простой. Есть еще марш. Я могу попробовать? Можете, Сколько конечно. нужно времени вообще, чтобы научиться вот так же профессионально, как ты? Чтобы меня тоже на праздники приглашали. Я примерно 2 года учусь и еще учусь на этом инструменте играть. Редкая кавказская музыка обходится без доуля. Звук барабана, попавшего в правильные руки, гипнотизирует, а тело само просится в пляс. Но где же эти правильные руки? Нет, сначала правой. Правой. Да, потом еще раз правой. Еще раз правой. Потом периодически. Еще раз, да, вот, совершенно верно. Пожалуй, я не буду мучить этот замечательный и красивый доул и отдам его профессионалу. Прошу, маэстро, исполните нам что-нибудь. Здесь написано: Куржев Артур Салимович, гражданин России, Абазин. Куршева Лиана Анатольевна, гражданка России, Черкешенко. Заключили брак. А тем временем в доме жениха продолжают принимать родственников новобрачной. Но вот уже и им пора в путь. С минуты на минуту из ЗАГСа вернется невеста. Как я уже говорил, они уедут не с пустыми руками. Во двор выносят халву. Под музыку мужчины садятся в машины, никто не мешкает. Все понимают, встречаться с Лианой нельзя. Родные увидят ее минимум через полгода. Таков обычай. Ничто не должно отвлекать молодую женщину от нового дома и новой семьи. Свадьба набирает обороты. Машина невесты уже у ворот. Свидетельство тому эти джигиты. Они сопровождают свадебный кортеж. Джигиты прямо на лошадях въезжают в дом. Ввести ее в дом значит внести туда счастье и богатство. Если вы видите лошадь в доме, знайте, это абазинская свадьба.
Кто знаком с лошадьми, знает, до чего тяжело заставить их подняться по лестнице. Для этого нужна особая выучка. Наездников, внесших в дом богатство и удачу, благодарят. В знак признательности им дарят обрядовую халву. Выполнив свою миссию, джигиты отправляются к жениху. Он празднует свадьбу в другом месте. Из машины выходит новобрачная. Она все еще в фате. Фату разрешат ей снять только после знакомства с родственниками жениха. Для этого ее ведут в дом. Помощницы Лианы – молодые женщины, ее невестки. Они тоже вошли в эту семью недавно. Невеста идет по ковру. Раньше под ноги молодой клали шкуры животных, и это символизировало мягкий вход в новую жизнь. Лиану осыпают монетами и конфетами. Считается, что, подобрав с пола сладости, можно подсластить свою жизнь. А если посчастливилось поднять монету, гарантируешь себе год успешных дел и начинаний. Признаюсь, я и сам ползал по земле и нашел таки заветный пятачок. К Лиане подходят новые родственники. Фата уже снята. Каждый произносит добрые пожелания и дарит деньги, золото и бриллианты. Это тоже традиция. Невеста хранит серьезность. Так она показывает себя с хорошей стороны. К тому же Лиана устала. Сегодня у нее трудный день. Пока разговаривать с отцом и матерью мужа ей запрещено. На это она должна получить разрешение. В некоторых семьях молодые женщины ждут его годами. Бывает, что и никогда не получают. Ну, как я слышал, Лиане позволят общаться со свекровью и свекром уже через 2 месяца. А вот о встрече со своими родственниками пока нужно забыть. Основные обряды соблюдены. Теперь можно перейти к неформальной части праздника, а именно к танцам и играм. В прежние времена жених появлялся в доме только на 2-й день торжества. Но сейчас так долго не ждут. Ближе к ночи свадьбу объявят молодой, и влюбленным будет разрешено встретиться. От лица нашей программы и всех зрителей желаю Артуру и Лиане и их родственникам нескончаемого счастья и радости. Ну а мы двигаемся дальше. Вокально-фольклорный коллектив «Инжич» или «Река» любезно согласился исполнить для нашей программы старинную песню. Называется она «Песня «Плач девушки Фарис». История такая. Девушка Фарис влюбилась в князя. Выказать свою любовь и тем более рассчитывать на что-то серьезное Фарис не могла, ведь она из простой семьи. В песне говорится, что не нужны влюбленные ни стада овец, ни замки, ни прочие богатства, лишь бы рядом с ней был дорогой человек. Я решил спросить, есть ли у этой песни счастливая концовка, и получил такой ответ. Я, наверное, вас огорчу. Это осталось в тайнах веков. Никто так и не знает, чем закончилась история девушки Фарис и прекрасного князя. Их любовь, наверное, была невозможной для тех времен, когда эта песня родилась на свет, потому что сословные различия были очень актуальными в те времена, и простая девушка не могла стать женой князя. А в песне поется о ее бесконечной любви не потому, что у него есть богатство, табуны, не потому, что он князь, не потому, что он с высокого сословия, а потому, что он мужчина, потому, что он джигит, потому, что он показатель тех времен. Но я думаю, что эта любовь все-таки невозможна. Много красивых легенд и сказаний создали абазины. Честность, мудрость и отвага ставятся в них превыше всего, а добро непременно побеждает зло. И это не случайно. Абазины считают, что достоинство и честь семьи определяется поведением детей, а потому с малых лет учат их отличать хорошее от плохого. Сегодня это умение дорогого стоит. Это было знакомство с абазинами. До новых встреч!